На календаре 30 марта, а мы уже на болоте готовим плоты к весновке. Такой ранней весны я еще не припомню. На данный момент температура плюс 10 градусов. Светит солнце, жарит солнце, ветер, снег тает на глазах. И уже начало таять вот болото. Основное болото еще, конечно же, белое. Но уже вот пошла темнота, пошла чернота. Озеро начало чернеть на глазах. Лед уже поднялся. 2 дня назад здесь была вода на льду, теперь он поднялся уже. И вот так выглядит наш скородок. Наша задача сейчас его почистить от снега. Джесси помогает нам, да, Джесси? Почистим, посмотрим. И, скорее всего, в этом году надо будет привезти несколько 2-метровых сушин, чтобы чуть повыше приподнять плод. Потому что слой за слоем уже здесь 1, 2, 3, 4 или 5 слоев уходит в болото. И в прошлый раз тонкие наши бревнышки уже были в воде. Ну все, приступаем. Один шалаш приготовим здесь, один в конце озера. И, наверное, тот дальний не будем готовить. Тот уже тоже не будем, потому что Володя построил рядом. Там еще у меня один плот есть. В общем, кое-что приготовим, кое-что оставим. Все, приступаем. Так, ну что, 2 часа работы. И посмотрите, какая красота стала. Медведь в этом году не похулиганил. Доски все на месте. Очистил от снега, очистил даже досочки ото льда. Теперь все это до конца растает хорошо, подсохнет. Ну, я думал немножко подправить, по высоте добавить немножко бревнышков, может досок поднять. Но я так думаю, этот год еще пойдет и так. Немножко пихтовых веток принесу потом, обновлю, по краям положу. И будет у нас тут скоро островок счастья. Так, один плот готов. Поехали, почистим второй, потом почистим третий. Ну и пока на сегодня все. Еще есть 2 плота, но их пока трогать не будем. В планах они не входят, потому что один построен на болоте, криво стоит, второй вообще не пойми где. Ну, в ту сторону уже точно соваться не будем. Запомните вот это действие, такую вот погоду на 30 марта. Такой ранней весны я еще не припомню. Такая жара у нас обычно в середине апреля, а тут на тебе. Вон, Джесси пошла ворон гонять. На проталине. Джесси, поехали! Ну их нахрен! Поехали, провалишься! Джесси, иди ко мне! Ко мне, Джесси! Поехали! Вороны сейчас тебя затянут, полынью, блин. Ладно, все, погнали на второй шалаш пока это возможно. Вон сюда уже ехать нельзя, здесь уже проталина, ямина. Болото начинает уже отходить. Все, погнали.
вот еще один плот готов, почистили. Планы, конечно, у меня грандиозные, наполеоновские, но если что-то я задумал, то рано или поздно оно будет так. В общем, здесь у нас прошлый год стояла палатка. Сейчас я думаю из тонкого валежника срубить маленький срубик типа, или из досок, не знаю, что будет проще, что будет быстрее, как получится привести. В общем, построить небольшой шалаш, так сказать, стационарный, чтобы не раскрывать, закрывать постоянно палатку, привозить, возить. Здесь будет такой сарайчик примерно, чуть меньше вот этой площади, чуть-чуть меньше. Полы уже готовы. Бойница будет здесь, бойница здесь. Вход, наверное, будет здесь или здесь. Посмотрим. В общем, намечается строительство, так сказать, еще одного скоротка капитального. Но затрат много, трудов много, но когда планы воплотятся в жизнь, охотиться будет уже комфортно. Как-то вот так. Ну, на сегодня все. Подустал, солнце ближе к горизонту уже садится. Сгоняю, если получится, сейчас проверю продольнички и домой. На сегодня хватит. Трудимся, потихоньку трудимся. Еще один плот. Новый, так сказать. Сделали его в прошлом году. Как мы видим, уже озеро местами уже промыло. Раз промоено, два промоено. И там, видать, бьют ключи. Край уже полностью размыто. Трава, вода. По большому счету, если утка прилетит, уже есть ей куда садиться. Если такое тепло постоит еще неделю, здесь уже будет озеро полностью открытое. И как откроется охота, можно будет уже караулить здесь уток. Так, ну что, поработаем еще. Вот еще один плотик готов. Плотик под маленькую палатку 2 на 2. Нормально. Обзор вот. Озеро идет здесь. Озеро идет туда. И вся перелетная утка вот так вот летит прямо над тобой метров 30-40 метров максимум. Так что площадочка супер. Солнышко спряталось за горизонт. День подходит к концу. Подходит к концу и месяц март. 30 марта сегодня у нас заканчивается. Скоро апрель. Через 3 недели открывается охота. Так что скоро весновка. Ура! Так, ну что, поехали. Сегодня у нас ночная проверочка. Весеннего дня у нас не хватило. Так. Здесь у нас один малек. По-быстрому сейчас проверим. Не наживляю, чтобы время не терять. А потом уже все насажу свежими червяками. Посмотрим, шевельнулась рыба, не шевельнулась. Целый день сегодня у нас жарило, можно так сказать. Плюс 10, солнце, ветер. Сейчас посмотрим, как это у нас повлияло на клев. Вроде никак. Так же, как и вчера. Походу. До первой поклевки. Так. Вот здесь натяжечка есть. Небольшая, но что-то клюнуло. Это, наверное, сижок. Нет, ёрш.
Ёршик и еще один ёршик. 2 ерша. И там 4 ерша у нас уже в улове есть. Ёрш тоже хорошо. Ёрш тоже рыба. Ну а здесь что-то серьезное. Есть подтяжки хорошие, похоже на езя. Похоже на езевые. Так. Цепляется крючок. Цепляется крючок, блин. Веточку надо натягивать. Так. Ну. Идешь, нет? Так. Не понял. Опа, ушел. Ушел. Один ушел. Видно было, да, в лунке? В лунку не захотел лезть и ушел. Там еще один, он тоже язь. 2 язя было. Один в лунку не влез и убежал. Второй поменьше пролез. Ну вот, первый язечек. Неплохо, ершочек. Один ушел, в лунку уперся, блин, и не захотел лезть. Не знаю, видно было, не видно на камеру, но крупный язь был. Башку только видел. Значит, был не мой. А этот второй был мой. Так что меняем червячков. Возможно, язь шевельнулся. Ну, начало есть. Я так думаю, продолжение будет. Так, небольшая натяжечка здесь есть. Скорее всего, это ёршик. Да, это он сопливый. И все. И там малечек. Блин. Оп. Блин. До последнего не дергался. Я думал, ёрш, не стал камеру включать. Вон. Есть хорюзец. Неплохо. Энскаден. Работают новые продольники. Так. Здесь у нас что-то есть. Что-то дергает. Хорюзец. Вот Энскаден. Новые палочки работают. Вот такой еще один. Еще плюс один. Вот такая вот колбасятина. Энскаден.